пришла сюда и начинала снова с корреспондента и поднималась ровно так же, просто немножко в ускоренных темпах, да. И фактически за 2-3 года вот дошла. Ну, получается, правильно вывод, то, что если ты классный специалист, то неважно. Хорошо, что я вовремя вышла. Ты поднимешься, будь то учитель, вот по поводу учителя, тоже заново карьеру, и то, что ее ждут на ее рабочем месте, да, или там слава идет о ней и приглашают в другие места, это тоже реально. Понятно, что тот опыт, который у тебя есть, потом помогает подняться, наверное, Конечно. легче. И материнству всегда есть место быть в жизни женщины каждой. Не надо бояться, мне кажется, да, этого. В любой карьере. Не должна карьера останавливать. Надо бояться за здоровье, в первую очередь. Да. А потом уже карьера. Первое – здоровье мамы, здоровье ребенка, благополучие семьи. Да. А потом на третьем, четвертом, наверное. Но я периодически задумываюсь о том, что когда я пойду к своему сыну на выпускной, Аллаберсе, то мне будет 50 где-то 8 лет. Да не произносите слова такие. У молодости есть свое преимущество, действительно. Классно быть молодой, красивой мамой. Особенно у первенца. Поэтому вот это меня, конечно, немножко напрягает. Вот это мой... Вот, при этом... Пожалуйста, вас отстроить звук. До 10 можно посчитать. 1, 2, 3, 4. Все хорошо? Лейла, Не нажимай ничего. я тебя не слышу. Не знаю, вот сейчас слышу. Ильсур Раисович нас слышит? Сейчас слышу. Вот смотри, я не слышу Ильсура Раисовича. Так, меня слышно или нет? Да, Ильсур Раисович, все слышно. Можно называть просто Ильсур. Точно? Да, хочу слово. Так, не Можно? расслышал вас, перебили. Можно называть вас просто Ильсур без отчества. Да, можно. Хорошо, спасибо. Лиля, вы нас слышите, да? Лиля? Я слышу, да. Да, замечательно. Да, я слышу.
Добрый вечер, Хайрли Кич, это ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Рады мы вас всех приветствовать. И встречаемся мы с вами накануне Дня матери, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье. Конечно, это самый нежный, теплый праздник, когда хочется признаться в любви своим близким. Но сегодня мы бы хотели поговорить о том, что материнство – это, конечно, безусловно счастье для каждой женщины, но при этом и ежедневная круглосуточная работа. И сегодня мы попытаемся составить портрет такой современной мамы и посмотреть, насколько трудно быть современной мамой. Об этом говорим сегодня с нашими экспертами. Многие впервые в этой студии, я с удовольствием их представляю. Гульнара Фатовна Габдрахманова, руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана, доктор социологических наук. Рада вас видеть. Добрый вечер. Впервые с нами Албир Алмазович Хасанов, профессор кафедры акушерства и гинекологии Казанского медицинского университета, главный специалист по акушерству и гинекологии Республиканской клинической больницы, доктор медицинских наук. Рада вас видеть. Вечер добрый, спасибо. Алсу Забарова, координатор программы «Подари им любовь» Республиканской благотворительной общественной организации «Мамы Казани». С нами также сегодня Лейсан Ганиева, многодетная мама, пока представим так, 4 малышей. И с нами сегодня Артем Кузнецов, член Общественной палаты Республики Татарстан, председатель общественной организации «Многодетные семьи» Республики Татарстан. Рада вас видеть. С нами сегодня на интернет-связи Лилия Исхакова, блогер, автор детских книг из Праги, мама 2 замечательных детишек. И с нами сегодня Ильсур Мухамедзянов, врач-терапевт ковид-бригады в городской поликлинике 191 из Москвы, участник проекта «Доктор Тройняшкин», тот самый один из тройняшек, которые на этой неделе были в программе «Давай поженимся», родом из Татарстана, искали невест и будущих мам, наверное, для создания семьи. Ильсур, приветствуем вас. Добрый вечер, спасибо. Итак, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-56-10, код Казани 843. Звоните, задавайте свои вопросы нашим экспертам, а может быть у вас есть история о ваших мамах и о ваших семьях. Я напоминаю нашим экспертам, что можно кнопками на пульте оперировать условно, да, Албир Алмазович, это условно оперировать, да, красный категорически не согласен. Я начну оперировать. Зеленый согласен. И для начала я предлагаю стартовать с соцопросом. Мы задали нашей интернет-аудитории в социальных сетях вопрос. Как вы относитесь к позднему материнству? Это сегодня норма. Так ответили 20% проголосовавших. 12% респондентов сказали, что это негативная тенденция. 53% считают, что это личное дело каждого. И вот 13% опасаются, что так бабушек скоро не останется. В общем, такой же вопрос мы адресовали нашим телезрителям. Включайтесь в интерактивное голосование. Итоги подведем в конце программы. Ну, давайте для начала просто, насколько эти результаты соцопроса... Вот, я понимаю, что это интернет, телеканал ТНВ, это только наша группа ВКонтакте, выборочно. Но насколько он показателен? Гульнара Фатовна, как социолог? Ну, я думаю, что на самом деле он отражает нынешнюю ситуацию. Дело в том, что сегодня действительно официальная статистика регистрирует более позднее вступление молодых людей в брак и откладывание деторождений. Сегодня молодые семьи не очень спешат заводить детей, откладывают их на некоторое время, стремятся создать карьеру, обустроить быт, приобрести какие-то материальные блага. И это на самом деле тенденция не только нашей страны, не только тенденция Татарстана, но это общемировая тенденция в плане того, что вот сегодня как раз вот откладываются вот такие вот очень важные традиции создания семьи. Но Европа это давно уже откладывала. То есть мы к нам это чуть пришло. позднее, да, к этому к нам пришли. это тоже пришло. Албир Алмазович, думаю, что для вас это что? Коллеги, вы знаете, что я хочу привести статистические данные? 15 лет назад, когда женщины рожали раньше, 19, 25, максимум 30, частота осложнений беременности и родов, вот вам данные, 15-20%. Сейчас возрастные женщины рожают, сначала делают карьеру. Частота осложненного течения беременности родов, коллеги, 30%. Поменялись. Надо в первую очередь думать о здоровье своем, о здоровье ребенка. Возраст не улучшает состояние здоровья. Поэтому проблему правильно это подняли, и надо о ней постоянно говорить. Наше будущее поколение – это вот судьба тех детей, которые родились у девочек, женщин 35-40 лет. Надо Это уже другое поколение, которое гораздо раньше останется и без родителей в том числе. Да? То есть надо говорить об этом, что действительно, возможно, и бабушек, и дедушек как таковыми они уже не станут. Артем Викторович, вот как на ваш взгляд? Я все хотел бы добавить, что все-таки в данном случае по осложнениям я полностью с вами согласен. Здесь еще, к сожалению, ухудшающаяся экология сильно влияет.
Мы живем с вами в крупных конгломератах, здесь экология каждый год все хуже и хуже. По объективным причинам мы понимаем пластик, загрязнение, Волга, в которой мы живем. Поэтому вот часть осложнений все-таки я считаю, что связано именно с этим, что мы едим, что мы пьем, чем мы дышим. Но при этом, как я понимаю, 18-летняя легче перенесла экологические Беды, проблемы. Да, в этой трансформации. ситуации. Да, Лиса, О том, что- во-первых, во сколько, вот, если не секрет, во сколько вы сами стали первый раз мамой? У вас сейчас 4 Замечательно. замечательных, да. Первый раз я в 21 год стала мамой, будучи студенткой. И вы знаете, действительно соглашусь, что у молодости есть свои преимущества. Первое – это физическое, конечно, да, здоровье. Второе – это эмоциональные ресурсы. А третье – это игривость. Легче воспитывать детей, на самом деле, молодой маме. Ну и, конечно же, сама молодость. Классно, когда у ребенка молодая, здоровая, красивая мама. Четвертый, браво, да. Четвертый появился уже, наверное, через достаточно, через сколько лет? Между ними 11 лет. 11 лет разница. Да. То есть Албер Алмазович до программы говорил, там, не говорите, пожалуйста, про возрастных мам и про возраст, но все-таки вы уже фактически были возрастной мамой когда, да? Есть разница между первым и четвертым, как физически, психологически? Насколько Да, вам было конечно. сложнее? Я, исходя из своего опыта, как раз-таки плюсы молодой мамы, я говорила, проговаривала. Но также есть, наверное, тысячи примеров успешных уже возрастных мам, на самом деле. В том числе и у меня были плюсы, когда я уже 30+ родила последнего 4-го ребенка. Это более осознанный подход, более понимаешь и владеешь психолого-педагогическими компетенциями, понимаешь, что происходит с ребенком в разном его возрасте, помогаешь ему преодолевать кризисы возрастные. Это очень здорово, это очень классно. В каждом возрасте все-таки есть свои преимущества. В этой ситуации мы проговариваем. Но все-таки мы сейчас говорим, наверное, для того, чтобы женщина решила стать матерью, это необходима, конечно, семья, поддержка семьи. Понятно, чтобы она нашла свою половину. Вот, Гульнар Фатовна, что сегодня главной ценностью у молодых людей? Вот о чем говорят ваши исследования? Семья остается этой главной ценностью? Вы знаете, в 2018 году мы проводили массовый опрос молодежи Татарстана и опросили 1200 человек, молодых ребят и девушек в возрасте от 18 до 35 лет. И в нашем вопроснике был вопрос о том, что сегодня важно для молодых ребят и девушек, какие ценности ими движут. И вот перед вами как раз таблица распределения вот ответов. Вот я хочу обратить внимание на последнюю, прежде всего, строчку «Пробиться во власть и влияние». Вот видите, что очень низкие на самом деле показатели, всего 30% молодых ребят говорили о том, что для них очень важна власть. Но в системе вот этих ценностей, прежде всего, приоритетная роль играют для молодых людей – это здоровье. 90%, свыше 90% говорили, что для них очень важно здоровье. Ну, друзья на втором месте, а на третьем месте семья и дети. Вот если объединить ответы «очень важно» и «скорее важно», вот этот ответ поддержали порядка 90-95% молодых людей нашей республики. И на самом деле это очень хороший показатель. Это значит, что сохраняется в большинстве, большинства молодежи сегодня ориентация на создание семьи, на рождение детей. То есть, в общем-то, в нашем обществе существует вот это такое традиционное представление об институте семьи, о важности этой семьи для людей. И это, конечно, очень радует нас, социологов, да и просто простых людей, что такая вот ценность сегодня нужна людям, молодым людям. Артем, как считаете, вот если прокомментируете как все-таки представитель, да, организации «Многодетные семьи», вот не считаете ли вы, что все-таки идет снижение интереса, что, точнее, ценность семьи снижается с каждым годом? Она не то что снижается, просто возраст, к которому семья, молодежь осознанно подходит к этим ценностям, как мы уже говорили, он просто сдвигается. Поэтому зависит от того, какой возраст молодежи мы опрашиваем, и чем позднее возраст, там, ближе к 30, у них меняются как раз вот эти вот варианты ответа, потому что если мы 18-летним зададим эти вопросы, вот одна подборка ответов. Образование и пробиться во власть, да, карьеру? Я думаю, У кого как. Здоровье тоже, наверное, будет стоять. Все-таки даже у 18-летних сейчас все переживают. А если мы ближе к 30 начнем такие же вопросы задавать, у нас кардинально изменится ответ, я больше чем уверен. что выберут 30-летние? Конечно, семья, близкие, здоровье это уж точно. Хорошо, давайте сейчас спросим, что главное является ценностью у молодых людей. Спросим мы у Ильсура Мухамедзянова. Итак, участник проекта «Доктор Тройняшки». На этой неделе о тройняшках родом из Пестричинского района Татарстана. В общем-то, узнала, наверное, вся Россия. Итак, вы, тройняшки, ныне живущие в Москве, отправились искать невест в программу «Давай поженимся». Давайте для начала ролик посмотрим, да? Вот посмотрим на всех тройняшек, Ильсур, ладно? Для начала. Как нас отличить? Ильнар,
Исо, а? Вот, ну, а я Ильнур. Так, нам здесь, конечно, мы тут не увидели в студии, но, в общем-то, они очень похожи, на самом деле, и отличаются только по именам. Итак, Ильсур, кого искали? Почему так сложно найти? И в каком возрасте вы задумались о том, что необходимо создать семью? Вообще, для начала, задумался о создании семьи где-то в 25-26. Только задумался. И, конечно же, начали мы осматривать, какие есть варианты. Немаловажный вопрос встает также о зарплате, объеме его и какие цены на ту же недвижимость, жилье. Сейчас, вот на данный момент, например, мы втроем обязательно строим совместно дома себе. И как раз-таки вот задумать, что в принципе пора бы уже начать знакомиться активно, поскольку у нас карьера более-менее она складывается. Вот согласен с предыдущим, вот, кто говорил, что если спросить 18-летних, что они предпочитают, какие у них будут приоритеты. Да, согласен, ближе к 30 годам уже больше задумываешься о семье. Ильсур, у мужчин можно спросить, да? Вот вам сейчас примерно 30? Я правильно понимаю? 27. Сколько? 27 лет. То есть вы 2 года назад примерно начали так обдумывать это решение, да? А вот да. Кого ищете? Насколько сейчас, на ваш взгляд, то есть вы сейчас так говорите, нужно посмотреть варианты, то есть вот такой выбор серьезный, то есть вы рассматриваете, вы отправляетесь на... Ну, я понимаю, что это шоу, да? Вы отправляетесь на шоу. В целом, сложно сегодня найти невесту, вторую половинку, будущую маму? Вообще, по каким ценностям, по каким позициям вы отсматриваете эти варианты? Вот так, если сформулировать. В первую очередь, вот просто поправляю врач-педиатр, в первую очередь меня интересует здоровье супруги будущей. Это обязательно. Конечно же, хотелось бы, чтобы максимально она себя оберегала. Второе, должна быть она все-таки моложе меня. Хотя бы ближе к 20 годам. Где-то это так. нормально. Я тоже это согласен с тем, хотят. что легче переносить, скажем так, первые роды, а также вторые. То есть у них есть здоровье для этого. Вот. Это вот главный приоритет вот на данный момент. Хорошо, Ильсур, спасибо. Смотрите, как показательно, да, в целом. То есть моложе это понятно, но с перспективой на рождение детей уже создаются семьи. Мы поговорим об этом после рекламы, не переключайтесь. Очень прагматично, очень рационально. Сколько детей хотели бы? Вы тоже планируете, что у вас будет многодетная семья? И мы здесь ролик не видим, Лейл. Итак, мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня мы говорим о проблемах, наверное, современного материнства, о современных мамах. Хотела сейчас дать слово нашей коллеге из Праги, Лиля, с нами на связи по скайпу. Скажите, пожалуйста, какая разница между современными мамами России и Европы? И поздравляем, да, по-моему, с рождением. Я все верно понимаю? Нет? Нет? Так, хорошо, у меня неправильная информация. Остаются двое. Да, сыну сейчас 3,5 года, вот мне 34. Дочке, получается, скоро 7 лет будет. И в таком возрасте, с 2 детьми, такого возраста в нашей школе, например, может быть еще 1 или 2 человека. То есть я долгое время ходила и немножко себя маленькой девочкой чувствовала, потому что все, кто ходят в школу, они уже с более возрастными родителями, и они все такие осознанные, все такие прямо из другого мира. И я такая маленькая девочка с 2 маленькими детьми получалась. То есть несколько лет я просто вливалась в
то, что это нормально, я окей, они окей, и сейчас мы уже на равных, хотя мне 34 года, а мне за 50, но это прям четкая была такая... Ну, я не скажу, что это проблема, это была разница, которую нужно было как-то вот что-то с этим делать, как-то приводить в норму, потому что здесь вообще никогда не стоит вопрос возраста. Здесь всегда стоит только вопрос осознанности, насколько человек осознанно идет в семью, насколько он осознанно рожает детей, что готов человек дать этому ребенку. И, конечно же, речь идет не об одежде, не о еде, не о крови, а прежде всего речь идет именно о психологических каких-то основах, о здоровом человеке, human. Здоровый человек, это вот как раз и возраст, да, спасибо, Лиля. Вот как раз почему Абдрал Алманович у нас говорил о том, что возрастная мама – это проблемы уже со здоровьем, да, здесь все равно они выходят на первый план, но при этом, видите, осознанность. И позднее материнство в этой ситуации, кстати, я сейчас даже приведу доклад, в Центре семьи и демографии приводили цифры по изменению среднего возраста мамы за 2014-2019 год в России. Татарстан в первой строчке по этому показателю. Он у нас ежегодно увеличивался по сравнению со значением предыдущих лет. В 2014 году средний возраст был 28 640 лет, да, ну вот примерно через запятую. Да? В 2019 году это 29 лет с копейками уже, то есть у нас поднимается еще выше. Действительно ли все-таки сложнее планировать детей, либо наоборот осознаннее, и какие еще проблемы за поздним материнством можно увидеть, кроме здоровья? Вот Алсу сейчас, наверное, как раз скажет. Да, я хотела бы добавить... Может быть, с осознанным материнством решается проблема сиротства, отказников детей и так далее. Я полностью согласна с Лилией, с ее словами о том, что главный фактор – это осознанность. Потому что, например, на примере нашей организации мы большую работу ведем по профилактике социального сиротства. И если посмотреть, да, на группу риска, то там, конечно же, в первую очередь не зависит это от возраста, а зависит это от осознанности. Насколько люди готовы брать ответственность за своих детей, за здоровых детей, за детей с инвалидностью. Статистика у вас на практике есть. Кто все-таки чаще отказывается от детей в роддомах? Я так понимаю, что это чем младше, тем это больше. Ну, мне сложно сказать, да, я такую статистику не собирала. Но единственное могу сказать, что отказы могут как и более младшего возраста, так и более старшего. Так и более старшего тоже да, есть. могут и многодетные семьи тоже отказываться от детей, к сожалению, и отказываться от здоровых детей. Если мы уже привыкли к тому, что ребенок рождается с инвалидностью, да, и еще он попадает, да, напрямую в группу риска, то от здоровых детей многодетные семьи, к сожалению, тоже такие случаи есть. Артем, вот тогда вопрос такой вот, как председатель общественной организации. У вас насколько много многодетных семей, вот таких поздних, осознанных, вообще такие бывают? Или у вас или вы видите какой-то определенный всплеск, что вот начинают молодые люди, да, в возрасте там, до 25 лет уже с 3 детьми, вступают к вам в организацию и так далее. Какая у вас тренда такого нет, чтобы, вот я бы сказал, там с 18 начинают и многодетными, или там больше 30 начинают многодетными. Но в любом случае, самые многодетные семьи, которые у нас вот есть, да, в нашей организации, с которыми мы общаемся, там 7+, скажем так, да, 7 и более детей, основная масса — это все религиозные люди. Тем, кому, ну, по их религии, там, плохо, нехорошо это просто им не положено предохраняться, поэтому если они... дали, да, значит, Бог дал, дано. там, Всевышний им послал, они продолжают рожать, причем это абсолютно нормальные, адекватные семьи. Они с ними, когда общаешься, они не пытаются тебя в свою веру обратить там или еще что-то. И ты видишь, что это не какие-то сектанты, которые там, ну, как-то вот зашоренные в чем-то, да, там, пытаются там свою линию гнуть. Это абсолютно нормальные, веселые люди, то есть общительные. Просто у них вот, ну, вот вера такая, это неплохо на самом деле. Поэтому говорить о том, что многодетными становятся там в молодом возрасте, в среднем или там, ну, не знаю, в любом каком, да, вот у вас вот видите, вот получается разбег очень большой. Но согласитесь, что вот сейчас за младшим старшие помогают ведь ходить, правильно? Это ведь тоже классно в семье. Это семью еще больше сплачивает, получается. У вас у самого да? сколько, Ну, у меня 3. Я бы с вас большим удовольствием там еще бы, как говорится, сходил, но врачи запретили нам дальше ходить, к сожалению, да. Поэтому у меня 3 дочерей, понятно, что... Ага, 3 дочерей, все понятно. 3 дочерей. Ну, так получилось, да. Приходите к нам. Так, Албир Алмазович за мальчиком зовет Артема. Внуков дождемся, наверное, уже все-таки. На внуков хочется уже с супругой. Внуков хочется. Да, так, мы уже об этом думаем. Все-таки в чем еще могут быть проблемы возрастных мам?
возрастных семей, наверное, в этой ситуации? Мне кажется, знаете, вот Ильсур очень хорошую тему поднял касаемо того, что почему, собственно говоря, люди, молодые люди, девушки, женщины рожают более поздно, в более позднем возрасте. Наверное, еще и потому, что сегодня, к сожалению, нет таких вот больших вот возможностей для того, чтобы люди просто познакомились друг с другом, для того, чтобы были какие-то площадки, какие-то проекты, где ребята и девушки просто приходили и знакомились друг с другом. Вспомните фильм «Москва слезам не верит», где главная героиня пришла в клуб, и где люди уже молодые и не очень молодые знакомились друг с другом. Но там уже была проблема, да, и там с мужчинами, была которые все в проблема, младшую да. группу просятся. А сегодня где? Вот где познакомиться молодым ребятам? На кладбище, говорят, хорошо знакомиться. Не знаю. Вспоминая опять тот же фильм «Москва слезам не верит». «Москва слезам не верит». сегодня Нет, очень но при этом ограничены возможности. возможности интернета огромные, возможности социальных сетей, сайтов знакомств и так далее, и так далее. У меня ощущение, что создать семью намного легче Это сегодня, как нет? раз вот от обманчивое впечатление, Да. потому что я вот по своим детям могу сказать, они, когда в интернет залезают, общаются там, им не интересно очное уже общение. Оно, во-первых, не забывайте, безопаснее. То есть, ну, пойдешь навстречу, там неизвестно, что вон фильм сейчас сериалы показывают, да, то есть все же смотрят. То есть, во-первых, это безопаснее, всегда можно отшить без какой-либо для себя там безответственности человека, там мальчика или там девочку, условно Можно говоря. примерить 1000 масок на себя, да? Да, на И себя, быть опять же, быть неестественно. не тем, кем ты есть на самом деле. Поэтому немножко проще. И в этом сложность. Я тоже вижу, что это сложность в будущем ознакомления. Это отсутствие коммуникаций очных, которые потом накладывают психологический отпечаток. И мне кажется, потом труднее просто с противоположным полом глаза в глаза коммуницировать. Нормальные человеческие отношения на самом деле. Альбина Романовна, как часто изменилась, есть ли такая тенденция, что к вам приходит, есть такой вот формат женщин, которые рожают сами для себя, да, есть вот это вот выражение «я сама для себя не создаю семьи». Много ли все-таки одиноких женщин, если мы понимаем сейчас эту проблему, приходят для того, чтобы стать мамой, Вот, знаете, да, спасибо. выразиться? Я хочу немножко изменить структуру нашего разговора по поводу возрастных женщин. Возрастная первородящая и возрастная многорожавшая. Это две разные вещи. Почему? Возрастная первородящая – это первый ребенок, как правило, для себя. И он будет единственный. Она проблема, и Да? он будет единственный. У нее не будет младших ребят, которые помогли бы воспитывать этого ребенка, которые бы избавили от физических, психологических хлопот. А вот возрастная, многорожавшая, она, вы знаете, играет, извините меня, ради Бога, рожает игрушку. Ну, в хорошем смысле слова, да? То есть Для ей предыдущих легко детей. Поднимать детей. Да, и эти дети участвуют в воспитании, в семье. Вот эти семьи, они крепче. И в этом случае мы говорим, возрастная, многорожавшая, пожалуйста, рожайте, но до определенных пределов. Мы все-таки знаем, 9-й, 10-й и так далее роды осложняются жуткими кровотечениями. И мать может уйти. Она, кстати, и неплохо и выглядит. А вот возрастная первородящая, осложнений значительно больше. Скрытые какие-то дефекты здоровья, они проявляются в родах. Причем совершенно неожиданно, как для нас, для акушера-гинеколога, так и для мамы. И представляете, она больная, рожает, и вдруг еще ребенок не очень благополучный. А ребенок ведь тоже не может быть, не 100%, конечно, он будет здоровый. Генетика, факторы риска, экологические факторы, они реализуются, и на этом ребеночке будущее у него может быть нарушено. Ну хорошо, давайте. Когда лучше рожать с точки зрения вот, врача, эксперта абсолютного? И что такое вот возрастные мамы и невозрастные? Ну поделите нас уже Но хотя вот бы, до 30 чтобы вы понимали. до 30 лет оптимальный вариант реализации первой беременности и первых родов. А 18 не рано? Вот, мы 18, говорим вы до знаете, 30. 18, Вот, кстати, увеличивается риск отказных детей. Это первое. Семьи нет. Мы проводили такое исследование. Семьи это нет. случайная беременность чаще всего. Мы так Социально, понимаем, вот, да, может быть, случайно, и в этой группе есть социально неблагополучные группы. Вот как раз они отказываются. А возрастные отказываются. Они от таких детей не отказываются. От детей-инвалидов. Ведь УЗИ 60% дает «да», нормально развиваю, а 40% может пройти совершенно неожиданно, и родится ребенок больной. И поэтому все-таки, опять возвращаясь к теме, реализовывать естественное, прекрасное чувство материнства
надо до 30 лет первородящей женщине. А много рожавшей только должно приветствовать. До какого возраста хорошо? 30 лет. До 30. Все равно. Согласны, да? До 31 родящая, да? Первый Первородящая. А вообще в целом женщина, вот я говорю, на вашей практике самая возрастная женщина, слушайте, которая решила стать мамой, и по Да и каким в 60 лет можно Ну, рожать. по каким причинам выбирает мама в 50 лет рождение ребенка? Несостоятельность семьи. Несостоятельность, неблагополучие каких-то вот своих задач не реализовала. Не реализовавшихся. Да. И тут она решает, что вот ей не хватало, ей нужен этот ребенок. Она отдаст ему все. Она все уже вроде попробовала, но не получилось. И она отдаст именно этому ребенку все свои силы, знания. Но, коллеги, мы же не живем долго, 100 лет. 40 лет родила. А что будет, когда ребенку будет 20 лет, 25? Вот вопрос, который беспокоит и вас, и нас всех здесь находящихся. Поэтому надо реализовывать, надо рожать раньше. Чтобы рожать раньше, нужно быть убежденным в том, что у тебя все хорошо, у тебя крепкий в целом фундамент и так далее. Вот как карьеру построить и совместить ее со счастливым материнством, хороший профессиональный успех, об этом будем говорить сразу после новостей Татарстана. Не переключайтесь, оставайтесь на ТНВ. 26 минут перерыва. Рожаешь Не, первенца зачем? и Нормально, ему мы же все не отдаешь, против. Ничего насколько никого не это перебиваем, ребенку всё. нужно, чтобы столько внимания. Да. Через 26 минут. Сейчас Принято. выключать потом? Мгм. Все хорошо.
просто интересно тогда мужской лицей надо тоже воспитательную деятельность хорошую тогда наставника. И на самом деле это проблема не только этого лицея, мне кажется, это в целом сегодня вообще.
Рожать последующих Да, детей. потому что это помощницы. А возрастная первородящая, там у нее бабушка-то ушла. Уже бабушки, Бабушек нет. Она сама будет и бабушкой, и дедушкой. Так и есть. ну так и есть. Но в любом случае общий тренд – это снижение количества рожденных детей.
Добрый вечер. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Накануне Дня матери мы говорим о портрете современной мамы, насколько трудно быть современной мамой. Разговаривали об этом с нашими замечательными экспертами. Остановились мы на теме, как же совместить счастливое материнство и карьеру. И вообще, реально это или нереально? Сегодня у нас в студии как раз очень много многодетных. Да? Есть тут у нас Артем, есть тут у нас Лейсан. Есть у нас и мужчины, врачи, которые тоже имеют много детей. Вот насколько мужчинам-то проще, да, мы так понимаем, быть многодетным папой? Проще. Проще? Ну, конечно, проще. Ну, проще как? В плане воспитания, наверное, проще, потому что все равно на маму ложится основная функция. А с точки зрения материального обеспечения, ну, по-честному, это очень серьезная нагрузка. С каждым ребенком нам приходится больше работать, больше крутиться, больше вертеться. Ну, вариантов нет. То есть просто папа выполняет ту же функцию. Мама больше да? потребуется. То есть папа по выполняет размерам. ту же функцию, просто зарабатывать должен больше. Что происходит с мамой? И может ли она вот при 5 детей? У вас ведь жена работает? Она работала, сейчас пока не работает, а так работала, да. А вообще будет работать? Это вообще реально совместить сейчас вашу нагрузку? Ну, когда дети семейную? подрастают, это все проще и проще уже будет. При желании ее, конечно. В этой ситуации, как вы считаете, насколько она сможет реализоваться в той карьере, в которой она занималась, или ей придется искать иное поприще, да, и заниматься... Специфика специальностей там, где человек работал. Потому что, ну, надо смотреть, да, потому что сейчас вот ресторанный бизнес, например, да, мы видим, к большому сожалению, кафе, рестораны, там не зайдешь толком, ничего, они закрываются. Поэтому, если ты был сотрудник ресторанного бизнеса, очень сложно будет по направлению себе найти работу. Если ты был в той сфере, которая там врач, учитель, то есть ты опять на работу спокойно можешь выйти, работать, заниматься, то есть тем направлением, которое тебе нравится. Я, конечно, представляю, как можно с 5 детьми выйти еще и в школу на работу и в детский сад. Вы меня простите, это, наверное, величайший подвиг мамы в этой ситуации. Алдур Иванович, насколько многодетному папе сложнее или легче быть многодетной мамой, или вообще вот нагрузка падает на всех? Знаете, многодетный папа, я сразу делюсь своими впечатлениями, с каждым ребенком это появляется счастье, благодарность природе, благодарность вот этому ребенку. Это чудо ведь человеческое, это ребенок. И с каждым последующим меня спрашивают, кого больше любишь? Я говорю, вот как можно любить вот этот палец или вот другой? Это все мое, это все я. Но по поводу карьеры, вот мы уже говорили на эту тему, карьере, конечно, маме это мешает, многодетство. Но в зависимости от того, что она, какую работу выполняет. Если работа связана с необходимостью быть на работе, о карьере, наверное, стоит забыть. Но наука, да ради бога, мы все практически и профессора писали науку, знаете, где? На кухне. Когда ребенок спит, это можно делать. Да, с другой стороны, или с соской, или с бутылкой. И поэтому в этом плане многодетная мама, у нее реализации для роста, конечно, больше. Гульнар Фатовна. Ну, я как представитель науки, человек, занимающийся научными исследованиями, могу сказать, что, конечно, появление моих 2 детей никак не повлияло на то, каким образом я выстраивала свою карьеру в науке. То есть у вас не было остановки на этот период, что вы вот в декретном, вы не Ну, конечно, когда ребенок только появляется, было достаточно тяжело, естественно, конечно, я не занималась наукой, несколько месяцев я восстанавливалась, как любая другая мама, но, скажем, это никоим образом рождение детей не помешало мне защитить кандидатскую диссертацию, потом докторскую диссертацию, проводить какие-то активные научные исследования, реализовывать проекты. Наоборот, как раз вот мой гибкий график позволял мне успешно совмещать и обязанности мамы, и жены, и как развиваться как ученый. Но я хочу сказать о том, что, конечно, сегодня, к сожалению, вот у нас в обществе потерялся вот такой очень важный институт, как бабушки. Сегодня, к сожалению, наверное, многие молодые люди отказываются от детей и отказываются иметь много детей, потому что часто они сегодня живут отдельно от родителей, и родители не всегда готовы и хотят помогать молодым семьям. И, к сожалению, вот прервалась вот эта вот межпоколенческая вот эта вот связь, и это тоже одна из причин, почему вот люди как раз не хотят заводить детей вовремя, пытаются каким-то образом обустроить быт, заработать денег для того, чтобы появилась
появилась няня, которая будет помогать при воспитании детей. В общем-то, к сожалению, вот это вот очень важно, такое традиционная функция бабушек сегодня утрачена, и каким-то образом бы хотелось все-таки видеть вот сегодня их участие, этих бабушек в семье, в создании семьи. Учитывая, что возраст растет у женщин, которые становятся мамой, мы вообще можем не увидеть, во многом сократиться, да, количество бабушек. Не зря наши телезрители, интернет-аудитория переживают, потому что фактически женщина становится не бабушкой, а молодой, в общем-то, мамой в этой ситуации. При этом, как вот Лейсан совмещает 4 детей, при этом вы продолжаете работу. Как вы успеваете, либо у вас сейчас работа та, которая непосредственно связана, в том числе с детьми, и вы поэтому можете совмещать? Да, абсолютно верно. Ну, прежде я хочу сказать то, что действительно быть многодетной мамой, самореализовываться, саморазвиваться и плюс еще вести какую-то карьеру, строить какие-то планы и реализовывать проекты, это действительно должна быть женщина-супергероем и иметь много достаточно хороших компетенций для того, чтобы этим заниматься. Я как осознанная мама, у которой есть 4 детей, выбрала действительно своим творческим направлением это занятия с детьми. Я руководитель творческой группы «Бахатошка», «Ключик к счастью». Мы занимаемся организацией лагерей, организацией кружковой деятельности. Также проводим интеллектуальные игры и круглые столы на интересующие подростков и детей темы. В этих проектах я реализуюсь сама, а также реализуются мои дети. Это площадка для реализации моих детей. Такая коллаборация, скажем так, моих интересов, моего желания самореализовываться и иметь какой-то такой творческий процесс помимо семейной хлопот, скажем так, да, и, соответственно, не причинять урон для своей семьи, для своих детей. То есть, вот, но врачом бы вы работать не смогли, да, параллельно строить карьеру? Скорее всего, я соглашусь. Да, и мы сейчас будем, наверное, обсуждать... Великолепный пример для подражания. Спасибо большое. Конечно, пример для подражания. У нас еще один пример для подражания. Я не знаю, как это было у мамы тройняшек, тройняшкиных, да. Ильсур, сейчас для начала ролика как раз вашей семью посмотрим. Там тройняшки, старший сын, мама, папа, все медики. Ильсур, расскажите о вашей маме. Она успевала работать? Она ведь у вас врач-папа, врачи вы все. Вообще, как она вас подняла? Ну, поправлю. Моя мама, она воспитатель в детском саду. Так, а у нас что, она медицинский работник? Так, вот уже после участия в ток-шоу ошибочки вылезают. Ага, хорошо, дальше. Так вот, получается, что у нее профессионально она уже знала, как правильно воспитывать детей. Но с ее слов было очень сложно после того, когда она нас родила. Там, разумеется, было кесарево сечение, и был очень сложный послеродовый период восстановления. Соответственно, кто помогал ей с вами? Кто помогал? Но вначале она, получается, одна сама справлялась. Конечно же, папа тоже как мог помогал. Он занимался заработком, работал. Он акушер-гинеколог по факту. И он работал как раз в ЦРБ. Соответственно, маме пришлось многие вопросы, связанные с нами тремя, решать самостоятельно. Плюс, конечно же, Ильшат. Он тоже участвовал маленько в помощи, но он нас был старше не намного, всего лишь на 4 года. Поэтому получается, что мама была вначале одна. Конечно же, нам помогали. Как с ее слов, даже из больницы приходили просто так помогать, последить за нами, троими. И также из детского сада коллеги у моей матери тоже приходили помогать по дому. В общем, у нее дома был детский сад, фактически, да? Да. Легче ей стало, когда нам исполнилось уже 2 года, и мы пошли в детский сад. Вот после она отдыхала, потому что у нее постоянно было напряжение. Лучше она пусть расскажет. Это очень тяжело, как ей было. Как она через несколько лет только вернулась к карьере, да? То есть через несколько лет только вернулась к работе. Все верно? Ну да, она еще минимум часть времени отдыхала после того, когда мы пошли в детский сад. И после только она вернулась. Да, только начала работать потом.
То есть вот человек, ну, 4 детей, то есть старший брат, старший 4-летний, и вот 3 на руках. Вот, руки-то 2, что называется, да? А вот сейчас здесь помогали коллеги, помогали врачи, детский сад. Лиля, вот вам там кто помогает? Никто. Так, как вы? Вот в этой Причем на ситуации, днях да? мне дочь заявляет, ей почти 7, она сказала, что мама, кажется, я готова быть няней, но я думаю, Туран, ему 3 года, он еще, наверное, не готов, так что ты пока немножко так повремени. Но это очень сложно, я сразу признаюсь, мне, по крайней мере, очень сложно, так как здесь детский сад до 3:30, в тот, в который я их со спокойным сердцем отдала, он до 3:30 всего лишь функционирует, и бабушек нет. Няню можно найти, но все равно полноценно их просто вот взять и оставить с няней. Но я не для этого рожала, я не могу просто, чтобы кто-то моих детей с ними делал, потом я смотрю на то, какие реакции они мне будут давать. Поэтому я сейчас немножко вот еще пережду, я думаю, со следующего года уже можно мне смотреть на какую-то карьеру строить, начинать, но мне придется ее начинать, потому что, знаете, тут такой момент еще вышел, так как 2 декрета было подряд, у меня кардинально все в голове, вся система поменялась, и переосмысливать я начала там, что, зачем я делаю, и от науки я точно отказалась, ну, на данный момент, по крайней мере, хотя у меня там недописанная диссертация так и лежит, шикарный материал, может быть, со временем, через какой-то отрезок времени я вернусь, может быть, в другой стране какой-нибудь вернусь, не знаю. Но зато я открыла вот творческий поток и начала писать детские книги. Сейчас мне уже хочется писать не только детские книги, я начала писать еще взрослые тексты, не знаю, во что это все выльется, но благодаря вот этому вот переосмыслению, благодаря этому материнству, я могу сказать, что я ко многому пришла в себе, внутри себя тоже. Хорошо, спасибо, Лиля. Вот Лиля, без бабушек, без ничего. Мы же еще сейчас не обсудили даже вопрос, кто возьмет на работу, если женщина придет и скажет, что у нее 5 детей, там младшему 2 года, условно, или 1,5 года. Вот, Артем, насколько у вас на вашей практике много успешно состоявшихся профессиональных женщин, многодетных женщин, мам? Их не так много. По-честному, я соглашусь со всеми нашими гостями, потому что совмещать карьеру и чтобы у тебя было много детей, там 5, тем более плюс, еще 3, это как-то вот можно попытаться, да, если бабушка опять же с дедушкой помогают, тем более их 2 бабушки, 2 дедушки, да, хоть как-то варьировать. А если 5 и больше, в основном все мамы сидят дома, честно говоря, все-таки. Валовое количество это дома. И все-таки вот отвечая на ваш вопрос, да, я как сам предприниматель, сам работодатель тоже в том числе, да, я, честно, в 100 раз подумаю, прежде чем вот брать на работу маму, у которой там очень много детей, потому что это, скорее всего, постоянно будут какие-то там больничные, то есть, а мне нужен сотрудник, который будет работать. То есть так это, и есть. И не уволишь, опять же, такого человека уволить практически невозможно. Нет, то есть практически это невозможно. То есть вообще это должен быть своего рода фрилансер, да, то есть многодетная мама, условно фрилансер, который иногда занимается в свободное время какими-то проектами, когда она успевает, когда ребенок спит. Или она понимает, что эти 2 дня дети будут у бабушки. У нас есть оппонент. Да. Я, знаете, хочу предложить вот нашей коллеге, не нашей участнице. Она говорит, что я где-то защищусь в какой-то другой стране. Вы нам нужны. Вы России нужны, Татарстану нужны. Вот с таким положительным материнским опытом. И вы говорите прекрасного, так приезжайте, защищайтесь. Чем мы хуже? Мы ждем вас. Что, Лилия, повторите, мы не расслышали. Я в Казанском университете у меня. Диссертация в Казанском университете. Ну, в общем, все дороги ведут сюда. Никуда не от нас, да. Светлана, можно я скажу по поводу бабушек и дедушек? Это действительно очень большая помощь, когда есть бабушка и дедушка, на кого можно, да, положиться, доверить своего ребенка, потому что в семье возникают разные проблемы, да, и финансовые, и психологические, и когда есть поддержка, да, кто может тебя поддержать. Что касается, вот опять же, темы сиротства, да, у нас есть бабушки, у нас есть дедушки, которые воспитывают своих внуков, и они сироты, да, родителей у них нет, вот, поэтому мы тоже стараемся и таким семьям помогать. И действительно, это хорошо, когда есть бабушки и дедушки, вот в этих случаях тоже, что дети не в доме ребенка воспитываются, а есть те люди, которые берут
Причем это кровные люди, которые берут на себя ответственность за своих внуков. Таких историй действительно много, и все за бабушек, за дедушек, только где их вот на всех, что называется, взять, да, и Они те, кто сейчас готов работают тоже все. пожертвовать собой порой, потому что есть и очень молодые бабушки и дедушки, которые хотят работать, Они вынуждены жить, работать. путешествовать, Они вынуждены. а не класть себя на алтарь воспитания внуков в этой ситуации. Мы поговорим об этом после рекламы, не переключайтесь. Мне бы тоже хотелось. Итак, мы здесь также бурно в рекламной паузе обсуждаем, как построить карьеру, как найти бабушек и что происходит с бабушками. То есть, вот, например, если девушка рожает достаточно рано, получается, бабушке всего лишь лет 40-45, и это еще совсем не бабушка, потому что еще она тоже может стать мамой в этой ситуации. Если рожает поздно, то бабушек фактически, наверное, как таковых, да, они не становятся бабушками в этой ситуации. Вот институт бабушек, что нам с ним делать? Есть там проблемы? Нет проблем? Это вас... Ну, что значит, что делать? Делать тут ничего не надо. То есть бабушки или они есть, или их нет. И опять же, какие бабушки? Готовы детьми заниматься или нет? Вот то, что я сейчас сказал, все-таки я повторю, да, у нас целый национальный проект по демографии сейчас реализуется по всей России. В том числе это мы строим новые ясли. Для чего мы это строим? Это мы строим, чтобы занятость мам могла способствовать как раз карьере той, о которой мы говорим, чтобы с 1,5 лет было место, куда отдать детей в ясли. У нас практически в республике сейчас нет очереди просто в садик. Есть твое желание, хочу сюда, не хочу сюда, а в принципе по прописке ты отдать ребенка в садик в состоянии в любом месте, пожалуйста. А вот с яслями еще небольшая проблема остается. И порядка вот 3000 новых ясельных мест за последние несколько лет мы организовали строительством новых садиков с ясельными группами. И эта программа идет. Это Но как раз посмотрите, при этом, работе. что говорит Лиля, и это, в общем-то, здесь тоже осознанное материнство, о чем она говорит. Я не для этого рожала детей, чтобы отдать их просто няне или куда-то и так далее. То есть в большей степени мама пытается сохранить все-таки в первую очередь функцию материнства в этой ситуации и держать максимально детей дома. То есть и ясли бабушку тоже не У нас заменит. государство что говорит? Декретный срок нам дают? Вам дают, извините, женщинам. 1,5 года. Все. Поэтому 1,5 года, потом тебе дают возможность восстановить свою карьеру, продолжать работать. Теоретически. Теоретически, Государство дало 1,5 года, больше не дает. Все, больше нет. Хорошо, но если устроиться невозможно, в яслях ребенок болеет, в 1,5 года ребенок вообще и до 3 лет болеет бесконечно, да, то есть 3 недели болеем, 1 неделю ходим в садик, это тоже отдельная проблема со здоровьем. Все-таки институт бабушек здесь никто не отменял. Вот
Как подстроиться, что нужно смотреть перед планированием семьи, да, особенно многодетной. Нужно посмотреть на возраст Кто будет помогать? бабушек, Конечно, оценить поддержку, да, что еще нужно сделать, чтобы понять, что ты готов к многодетной семье, что у тебя должно быть. Во-первых, желание. В первую очередь, это Нет, желание, это обоюдное желание, в том числе родителей. Просто так большое количество детей в семье не появляется, вы же понимаете. Это должно быть в первую очередь желание. А желание, оно же не просто на чем-то основывается. У нас есть, к большому сожалению, и количество некой маргинальных семей, которые вот, ну, рожают, и там, чем дети занимаются, что они кушают. Есть, к большому сожалению, таких семей единицы. То есть по ним не надо смотреть на большие семьи, надо смотреть на нормальные семьи. А таких большинство, валовые причем большинство. И они подошли осознанно к выбору стать многодетными. Ну, еще о том, что нужно сделать, это в первую очередь, наверное, конструктивно договориться с бабушкой, сказать о том, что ты нам очень важна в воспитании наших детей, что твоя мудрость, она как раз-таки поможет нам, да, целостную личность воспитать. Вот при таком подходе, мне кажется, и бабушки захотят делать свой вклад в воспитание ребенка, и мама будет спокойна. И еще такой момент, если уж ты договариваешься с бабушкой, а у нее есть запрос на финансовую, например, безопасность, то тогда уже муж с женой должны, мне кажется, договариваться о какой-то оплате, возможно, как бы, да, или обеспечении какого-то вот недостающего вот финансовой, да, подушки безопасности. Это как вариант. Хорошо, я сейчас просто не могу не дать слова. Дозвонились до нас из Москвы, дозвонился лидер движения «Отцы страны», сейчас точнее скажут, наверное. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Абдулхаков Ринат, я являюсь лидером общественного движения «Отцы страны». Вот я сейчас просто слушаю, к сожалению, про карьеру матерей, что действительно им сложно в течение, после рождения ребенка найти работу, это достаточно сложно заниматься воспитанием, мы говорим про институт бабушек. И понятно, что существует праздник День матери. Но недавно у нас был введен официально праздник в России День отца, да, который, к сожалению, у нас на должном уровне не отмечается. Я бы просто хотел тоже такое немножко замечание сделать. Все-таки семья, в первую очередь, ну, для ребенка, да, это мать и отец. Вот. И ни в коем случае, наверное, не стоит говорить о том, что институт бабушек, что бабушки должны заниматься воспитанием. Этим должны заниматься и матери, и отцы. И бабушки, и дедушки тоже. Спасибо за звонок. В общем-то, нормальная позиция. Мы просто говорим о матери, потому что впереди День матери послезавтра. Мы тут уже поговорили, и многодетные отцы признались, что, в общем-то, маме вроде бы все-таки с воспитанием сложнее, с работой сложнее папам. Все-таки, вот сейчас мы пока обсуждаем, у меня такое ощущение, что выстраивать карьеру гораздо легче, чем выстраивать вообще подготовку к тому, что я стану многодетной семьей. То есть здесь нужно со всеми договориться, понять финансовые затраты, возможно, пожертвовать чем-то и пожертвовать на долгие годы. Вот вы знаете, что мы говорим? Прежде чем завести ребенка, нужно сделать это, нужно сделать второе, нужно сделать... Практицизм излишний. Вот это и отодвигает возраст первородящей женщины. А что нужно? Сначала я это сделаю, потом То это... есть ничего не нужно? Нужна просто любовь, желание? Но фундаментально какой-то фундамент нужен. И может быть взаимоотношения очень хорошее, простое, и какой-то запланированный карьерный рост. Но пока семья выполнит раз, два, три задачи минимум, задачи максимум, вот 40 лет, 45. Поэтому это всегда вот это противоречие между желанием и необходимостью воспитывать ребенка, и уже вот оно наступило, вот оно уже родилось, это чудо. И это чудо надо воспринимать как должное. Это не противоречие дальнейшего роста, мы об этом и говорим. Родился ребенок, это не должно являться для мамы крестом для дальнейшей карьеры. Вот в чем суть нашего с вами сегодняшнего разговора. Сейчас до конца программы остается 5 минут. Мне хочется подвести условные итоги, скажем так. Давайте мы посмотрим, кто она такая, современная мама, возможно, через нее современный папа. И если кому есть что сказать о своих мамах, можно об этом сказать. Я предлагаю начать с Ильсура. Ильсур, что бы ты сегодня сказал своей маме, наверное, в этот день? И кажется ли тебе, что мама действительно вот эталон, образец, абсолютно примера для твоей будущей второй половинки? Да, обязательно, конечно. В первую очередь, я считаю, что каждая девушка должна ставить себе в приоритет рожать в начале, пока она молодая. С карьерой и можно, в принципе-то, подождать. Вот меня как воспитывали.
Заработок и содержание – это мужская сторона. Поэтому можно задуматься о том, чтобы рожать. Что бы вы сказали своей маме, Ильсур? Молодец. Спасибо, мне кажется, это здорово. Лиля, а что для вас портрет современной женщины, что бы вы сказали? Женщина, она всегда та, кем она себя видит, кем она себя чувствует, кем она хочет быть, вот то она и есть. А своей маме я хочу сказать спасибо, и я тебя очень люблю, мама. Отлично, очень приятно. Гульнар Фатовна. Ну, знаете, я на самом деле тоже за традиционное разделение ролей. Я все-таки считаю, что мужчина должен оставаться мужчиной, оставаться добытчиком, делать карьеру. А у женщины уж как сложится с карьерой. Мне кажется, все-таки женщина должна выполнять свою самую главную функцию – рожать детей, создавать уютный очаг, создавать атмосферу, хорошую и теплую атмосферу в семье. А все остальное это приложится. Но если не приложится, ничего страшного. Дети все-таки это самое главное. Женщина, наверное, для этого и существует, чтобы рожать детей, чтобы воспитывать детей. Ну, а своей маме я бы хотела сказать, что я ее люблю. Спасибо, Алсу. Но я хотела бы сказать своей маме, которая сейчас смотрит передачу, что тоже я ее очень люблю, и спасибо большое за то, что она подарила мне столько тепла, доброты, да, столько сил внесла. Это только мама знает, да, сколько она вносит в ребенка. Вот. А что касается карьеры и материнства, мне кажется, женщина такая уникальная, что она, если захочет, да, и главное, чтобы человек был счастлив внутри. Если для кого-то карьера не важна, приоритет дети, то пожалуйста, да. Поэтому главное, чтобы внутри человек был счастлив. Хорошо. Артем, у вас, наверное, День матери будет тоже вот такой супругу. Ну, да, Вы во-первых, отмечаете праздник вот вообще внутри семьи? Ну, честно говоря, особенно не отмечаем, потому что если есть хорошее настроение, оно всегда хорошее настроение, надо всегда показывать его, показывать свою любовь, отношение, ну, к женщине, к матери, с которой ты живешь, к своей матери, да, слава богу, жива-здорова. Поэтому, ну, я всех матерей, в первую очередь, свою тоже маму хотел поблагодарить за все то воспитание, которое она дала, за те ночи, наверное, бессонные. Потому что вот мы много про карьеру говорили, да, мама нас с братом воспитывала и работала без отрыва от производства, и карьеру какую-то сделала, она там была директорами там столовых, каких-то ресторанов, которые сама же организовывала еще в советское время, призером, депутатом даже одно время была райсовета, то есть и общественной работой занималась, я помню, да, поэтому я ей благодарен за все это, то есть я, наверное, то, что я получился, наверное, то, что она на меня вложила. Мама, я тебя тоже очень люблю, спасибо тебе большое за все. Ну и супругу, конечно, поздравляю тоже с Днем матери. Я тоже тебя люблю. Да, у вас еще 3 девочки, то есть у вас впереди вообще будущая мама, замечательный надеюсь, большой да. праздник, будущую маму. Лейсан. Вы знаете, я забыла рассказать о своем таком секрете, да, своего успеха. Это у нас с обоих сторон есть и мама, и папа. И со стороны супруга, и с моей стороны. И они полностью включены в воспитание. 4 помощника полностью включены в воспитание наших детей. Они не все в Казани, в Челнах одни в Казани. Я за это вас благодарю. Будьте счастливыми, живите долго. И папа, и мама. Но еще у меня есть такой огромный ресурс, я бы даже сказала, тяжелая артиллерия. Он есть у всех матерей, но не все, к сожалению, им пользуются. Я бы хотела как раз-таки об этом ресурсе в 2 словах сказать. Это я всегда обращаюсь ко Всевышнему, прошу у него помочь мне в воспитании моих детей, потому что сказать, что я реализовалась как мама, я еще пока не могу, потому что у меня еще готовых продуктов нету. Из-за этого мне нужна эта тяжелая артиллерия, точка опоры, как Всевышний. Благодарю вас всех. Спасибо. Альберт Алматович, до того, как вы сейчас подведете итоги, я просто хочу подвести итоги зрительского голосования. Мы задали такой же вопрос, как вы относитесь к позднему материнству. Это сегодня норма 42% проголосовавших. Значит, 12% респондентов сказали, 14%, что это негативная тенденция, и еще 42% считают, что это личное дело каждого. В общем-то, мы понимаем те самые тенденции, о которых мы говорим, что мы взрослеем, мы больше... Мы позже приходим, возможно, с точки зрения практицизма, о котором мы говорили. Вот как сейчас вот это вы сможете подвести, и что бы вы сказали современным мамам? А я хочу сказать и нашим гостям, и современным мамам. Время рождения мамы. Это так замечательно. Вот во время родов рождается не только ребенок, но рождается мама. Вот в конце беременности мама беспокоится, что-то мне больно будет, что-то я боюсь. В процессе родов действительно иногда нагрузка физическая, психологическая. Рождается ребенок, на какой-то период она его воспринимает. Она его кладет на грудь. Но чувства материнства пока нет.
Вот в первый же день, когда к ней подходишь, ой, что-то у меня это болит, что-то вот там болит, что-то я плохо себя... А ребенок-то как? А, да, ребенок. А ребенок как себя чувствует? На второй день у нее меняются приоритеты. Это это вот нужно увидеть. А на третий день, я говорю, только у тебя что-то болело? Она уже все, она колпаком нежности, это чувствуется, эта нежность накрывает, охватывает этого ребенка. Так пусть эта нежность, которая сопровождает нас, каждого из живущего на земле, нежность к маме, она так и должна быть неразрывна между мамой и вашим ребенком. Спасибо. Дай вам Бог счастья. Очень хороший итог. Это чувство, это нежность желаю сохранить всем. Поздравляю всех мам нашего творческого коллектива и вообще всех мам с наступающим Днем Матери. Всего доброго. Спасибо экспертам. Было интересно. Вам спасибо. Вам спасибо. До свидания. Мгм. Согласна.